Весь прошлый год ингушские атлеты и борцы радовали нас красивыми победами, и можно смело сказать, что эти награды более чем заслуженные. Юнусбек Евкуров, чествуя спортсменов, отмечает, что в этом году ждут от них еще больших достижений и ярких побед. Здоровое общество – это и подрастающее поколение, это и горизонты, это и ориентиры, это вообще жизнь человека. Поэтому, конечно, когда в регионах страны спорт развивается, это значит, в целом страна становится спортивной, и в целом в стране здоровых людей больше. Мы сегодня можем смело с вами заявить, что за последние буквально 5 лет мы с вами стали спортивным регионом страны. 5 лет назад мы не могли об этом говорить по ряду причин. В первую очередь из-за отсутствия спортивной инфраструктуры, и в связи с этим, конечно, по количеству тех, кто занимается физическим спортом или физкультурой и спортом. И во вторую очередь это отсутствием ряда федераций спортивных, которых исторически в республике не было. Сегодня мы можем об этом говорить, сегодня мы видим это по всем направлениям. Чествуя вас, в столице Республики Ингушетия, в городе Магасе, мы уверены, что мы идем в правильном направлении. Вы славите свою республику, свою семью, свою большую родину Российскую Федерацию. Пополнили ингушскую копилку спортивных достижений новыми медалями Адам Балаев, победитель первенства России по тяжелой атлетике, Ахмед Батажев, бронзовый призер первенства Европы по греко-римской борьбе среди юношей, Магомед Зейтов, покоривший самую высокую точку мира Эверест. И не только. Среди самых юных спортсменов, получивших грамоту из рук главы Ингушетии, и 14-летний Магомед Тагир Ханиев, который уже добился немалых высот и ставит перед собой новые цели. Сперва готовился к чемпионату России. В России проходил гордый мой коп. Я там занял первое место и поехал на первенство Европы. До Европы мы готовились. И у нас Европа проходила в Сербии, город Белград. За прошедшие 12 месяцев Ингушетия не раз праздновала громкие победы на спортивном помосте. Мусор Евлоев, завоевавший пояс чемпиона на турнире «Битва в горах», боксер Иса Чиниев, ставший чемпионом мира среди молодежи по версии IBF, Хамзат Далгиев, Мухаммад Евлоев, Бекхан Аздоев, и это не весь список. Перечислять можно долго. Чествуют сегодня не только ингушских спортсменов, но и российских. Среди них и Анастасия Максимова, чемпионка Олимпийских игр в Рио по художественной гимнастике. 304 золотых, 182 серебряных и 218 бронзовых медалей. Ингушские спортсмены не раз покоряли всероссийскую и мировую арену, доказывая тем самым, что здесь воспитывают настоящих борцов. Когда же еще можно будет увидеть лучших из лучших в одном зале, а рядом с ними те, кто вложил в них всю душу, их наставники. Док дик спортсмены были док результаты хакат бей республики. Сон вей чакам до ачхана бог бепас чахан халдар бог бе. Ханза вей республика ничного ют док дворец спорта и док школы откидят. Лидовый дворец елай. Чао немат двин да занер вей Развивается в нашей республике и совсем новый для республики вид спорта гимнастика. Лейла Мальсагова, президент Федерации по гимнастике региона, совсем недавно на этой должности, но ее труд уже отмечают грамотой главы. Мы видим, как спорт в общем развивается в нашей республике, особенно, могу сказать, за гимнастику. Художественная спортивная гимнастика – это новый вид спорта в нашей республике. Глава активно поддерживает все начинания спортивные, как мы знаем. Наша база находится во Дворце спорта Магас. Это один из лучших комплексов сегодня в России, можно сказать. Отвечает всем требованиям, которые нам необходимы. 2017 год оказался богат на знаковые события в истории ингушского народа. Темп развития новых видов спорта, как хоккей, ралли, конные скачки. Большое внимание уделяется и олимпийским видам спорта. А самое главное, на спортивном небосклоне зажигаются новые звезды и появляются новые имена, которые
которые прославляют всю республику и всю страну. Зелимхан Калоев, Майрбек Миржоев, Новости 24.